Следующий момент. Фейки на ГРТ. Вот на прошлой неделе, да, я сделал у себя пост. На ГРТ была передача, где там устроили целую часовую порку публичную Михаила Серкели, меня, да, за то, что я назвал референдум 2 февраля 2014 года большим обманом гагаузского народа. И целую передачу посвятили, я соответствующий пост у себя в Фейсбуке сделал, да, по этому поводу тоже, да, и целый час меня там поливали, как только меня и называли, и пустым местом, да, хотя продолжали общаться с креслом, которое было предназначено мне, я туда не пошел, и объясню, почему я туда не пошел. Я люблю полемизировать, я люблю дебаты, но это была бы неравная борьба, да, то есть трое против одного, а учитывая позицию ведущей Ирины Караман, да, которая заряжена идеологически в определенном направлении, да, которая разделяет эту позицию, связанную с референдумом, то было бы 4 против 1. Я люблю полемизировать, но это была бы не полемика, и я бы не смог донести свою позицию, поэтому я туда не пошел. Но они собрались и целый час меня чехвостили, да, то есть там 57 минут. Как только не называли. И европейским партнерам досталось, в общем, всем досталось. И вот по этому поводу высказались неправительственные организации в области СМИ в Кишиневе, коллеги, за что выражаю им благодарность. И высказали свою солидарность со мной. Коллеги, если есть возможность, опубликуйте, пожалуйста, это заявление, чтобы... Да. Значит, вы видите на экран, вернее. И, значит... После этого обращения, после этой декларации коллег из неправительственных организаций из Кишинева отреагировал Координационный совет в Кишиневе. Раньше назывался Координационный совет по телевидению, сейчас Координационный совет. Да? И Координационный совет буквально вот сегодня или вчера принял решение провести дополнительный мониторинг именно этой передачи «Обсуждаем вместе», который ведет Ирина Караман, да, где меня там целый час чехвостили. Значит, провести дополнительный мониторинг и выяснить вообще, что там вообще происходит. И тут, понимаете, а там в этой передаче коллеги из неправительственных организаций обращают внимание, что там нарушение деонтологических норм, нарушение законодательства, в общем, там сплошное нарушение, и нужно проверить. Координационный совет отреагировал. Сегодня днем Нина Демогла, одна из ведущих, недавно пришедших на общественный канал ГРТ, бывшая или по-прежнему еще соратница Илона Шора. В 2019 году Нина Демогла участвовала в выборах парламентских, тогда была смешанная система, и она баллотировалась, по-моему, по одномандатному избирательному округу Камрата от партии Шор. Была руководителем ячейки партии Шор в Гагаузии. Вот это Нина Демогла, потом она была ведущей на канале ТВЦ-21. И вот эта Нина Демогла появилась в Гагаузии на канале ГРТ. Давайте посмотрим, что она сегодня заявила по поводу вот этой декларации в мою поддержку со стороны неправительственных организаций из Кишинева. Дорогие друзья, спешу вам сообщить, что сегодня на главный гагаузский ресурс, который существует уже 33 года, канал, который создавали наши дедушки и бабушки, на общественное телевидение и радио ГРТ осуществляются беспрецедентные атаки со стороны неправительственных организаций, ориентированных на евроатлантический вектор. Абсурдные заявления, не подкрепленные никакими фактами, попытки придраться без какого-либо повода и прочие стремления создать негативный фон в отношении ГРТ достойны всяческого осуждения и порицания. Мы должны обратить на это внимание власти, представителей оппозиционных партий, представителей международных миссий, аккредитованных в Молдове. Сегодня вся Гагаузия должна сплотиться вокруг своего главного информационного ресурса – телерадиокомпании ГРТ. Не дадим в обиду наши СМИ. Руки прочь от телеканала гагаузского народа. Ну, в общем, да. Значит, в своем посте она говорит о том, что эти организации собирают подписи. То есть, да,
Эти организации кишиневские выступили в мою поддержку, солидаризировались со мной в связи с тем, что на меня была атака, нападки. Но Нина Демогла эту декларацию неправительственных организаций из Кишинева, которые подписали несколько организаций, вы видели список этих организаций, интерпретировала как сбор подписей в поддержку закрытия ГРТ. Ну, я не знаю, Нина Демогла может путать свою политическую деятельность в партии ШОР с деятельностью уважаемых и солидных неправительственных организаций из Кишинева, но неправительственные организации из Кишинева никакие подписи ни для чего не собирали. Это была просто декларация в мою поддержку с призывом уволить руководство ГРТ, которое позволяет таким вещам происходить на ГРТ, которые нарушают деонтологические нормы и нарушают национальное законодательство. И местное законодательство тоже нарушают. Да? Никаких подписей ни для чего никто не собирал. И если Нина Демогла и, кстати, это же продублировал в своем посте и Виктор Петров, да, которого ГРТ пиарит налево и направо, да, то есть освещает практически все его мероприятия, да, и очевидно, что у Виктор Петров не занимается никакой благотворительной деятельностью, Виктор Петров просто занимается предвыборной кампанией перед выборами Башкана, да. И вот он уже продублировал практически то же самое, что сказала Нина Демогла. Господа, никто никакие подписи в поддержку с призывом закрыть ГРТ не собирает, да. И никто не собирается закрывать ГРТ, и никто не просит закрывать ГРТ. Все просят уволить руководство и сменить руководство ГРТ. И если вы заявляете такое «прочь руки от ГРТ», то я поддержу ваш лозунг, но в другом ключе. Да, руки прочь от ГРТ, прочь руки от ГРТ. Нужно адресовать этот призыв Кирине Влах, этот призыв нужно отозвать Константинову, чтобы они отозвали своих халуев из ГРТ и прекратили его использовать как инструмент по разжиганию межнациональной розни в Гагаузии, по инструменту для нападок в отношении неугодных, в отношении тех, кто высказывает критическое мнение по поводу деятельности региональных властей. Да, руки прочь от ГРТ, уберите оттуда этих людей, которые превратили это ГРТ в балаган. И если, я не понимаю, вы это делаете умышленно, потому что вы не понимаете, что происходит, или вы умышленно просто кидаете фейки. Это же очередной фейк, который продвигает ведущая ГРТ, говоря о том, что кто-то собирает подписи в поддержку закрытия ГРТ. Нет никакой процедуры сбора подписей. Никто не хочет и не предлагает закрыть ГРТ. Уважаемые неправительственные организации призывают ГРТ соблюдать законодательство и убрать людей, которые, очевидно, с приходом которых ГРТ деградировал и превратился в организацию, которая разжигает межнациональную рознь и продвигает фейки. Есть куча примеров того, как ГРТ и журналисты ГРТ, не разобравшись в ситуации, разгоняют фейки. Самые настоящие фейки. И с той самой компании якобы компании, которые продвигают организации Gender.com в школах, никакой компании не было, и якобы государство эту компанию продвигало, и государство к этому не имеет никакого отношения, ну прежде всего потому, что никакой компании нету, да, и по ряду других вопросов. Поэтому, господа, если вы не отличаете, не знаю, зерна от плевел, не можете отличить мух от котлет, может вам действительно нет места на телевидении, потому что такими темпами ГРТ просто превратится в главную организацию по производству и распространению фейков. По сути, она уже в нее превратилась. И я думаю, что с этим что-то надо делать. И если ГРТ так и будет вести себя и дальше, и будет заниматься этим, то, как бы, вы знаете, я думаю, что лучше пусть ГРТ прекратит на время свое вещание, для того, чтобы не создать серьезных проблем в нашей стране, да? Пока не сменится руководство, и пока не наберут нормальных журналистов туда, не избавятся от вот таких вот фейкометов, да, типа Нины Демогла и Ирины Караман, да, и не поставят нормальных людей, которые понимают, что такое деонтологические нормы, понимают, что такое законодательство, и будут работать в рамках, заниматься журналистикой, понимаете, а не пропагандой и фейкометанием.